ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 12:30, праздник последнего звонка. Традиционно для ухтинских 11-классников он начинается с построения на проспекте Ленина. Именно отсюда идет торжественная колонна, пестрящая шарами, лентами и бантиками. Родившиеся на рубеже веков, в 98-99 году ребята официально переходят из статуса школьник в статус выпускник. Очень волнительный, трогательный праздник. Очень сильно переживали, плакали, когда говорили слова родителям. Но в то же время очень рады, что выпускаемся, трогаем новую жизнь. Переживаем, экзамены предстоят. Но как-то пока справляемся с волнением. Некоторые из ребят не только поделились эмоциями, но и блеснули знанием классики. Ну, или почти блеснули, чуть-чуть перепутав Пьера Безухова и Андрея Балконского. Все рады, что наконец настал этот день, и мы будем сегодня отрываться как только можем, да, особенно те, у кого в пятницу литература. Будем сидеть и отдыхать на балу, точнее в салоне Анны Павловны Шерер. Вместе с Андреем Балконским будем пить ром на подоконнике, а потом привяжем полицейского к медведю и сбросим его в реку. На самом деле мы будем очень сильно скучать по нашей школе. Есть, кстати, и те, кто к торжеству абсолютно равнодушен. Вот они, представители нового поколения. Не боятся проявлять ни свою жизненную позицию, ни свою точку зрения. Ну что ж, нечто похожее я чувствовал, когда впервые переходил в другую школу. Ничего! Ну подумаешь, сменил учебное заведение. Разница лишь в том, что теперь придется еще и мотаться по корпусам. Так что весь этот пафос, все это напускное веселье. Будь моей волей, давно бы уже свалил домой. Но большинство все же не остаются безэмоционально. Этот праздник один из самых знаковых в их только начинающейся взрослой жизни. В этом году из стен 20 ухтинских школ в большое плавание отправляются 585 выпускников. В честь каждого из них сегодня звучит школьный вальс и последний звонок. Позади 11 лет учебы, контрольной работы и четвертные оценки. Но расслабляться рано. Впереди у этих юных, красивых и радостных людей так много нового, в том числе трудностей и препятствий. Кстати, первая проверка на прочность начнется совсем скоро. Сдача единого государственного экзамена стартует уже в пятницу, 27 мая.